28 июля в Русской Православной Церкви отмечают память святого равноапостольного князя Владимира. Князь Владимир – один из самых замечательных героев всей русской истории. От его выбора, от его религиозного выбора зависели судьбы восточной славянской цивилизации. И он сделал свой выбор, религиозный выбор, который имеет всемирное историческое значение. Он выбрал православное христианство. 988 год от Рождества Христова. Вся Киевская Русь, все подданные князя Владимира в один момент, в один год приняли православное христианство. Летопись рассказывает о том, что этот выбор князю дался не сразу. Он предварялся исследованием различных религиозных традиций. Князь Владимир и сам знакомился с представителями разных религий, и верных своих людей отправлял в различные страны для того, чтобы те, в свою очередь, ему рассказали свои впечатления от знакомства с религиозными традициями. И при выборе православного христианства, как подчеркивают летописные источники, определяющим моментом стала эстетическая красота богослужения. Послы князя Владимира, вернувшись из Царьграда, Константинополя, сказали ему, что во время богослужения в храме Святой Софии мы не знали, находимся на небе или на земле. И один раз, вкусив сладости, имеется в виду духовная сладость божественной службы, мы не можем уже возвращаться к горькому, не можем более оставаться в язычестве. Киевский князь Владимир дает удивительный пример человека с необыкновенно цельным характером. Мы знаем, что в эпоху его языческой молодости он был безудержным человеком, жестоким и сластолюбивым. Но вот когда он принял христианское крещение, он изменился, решительно изменился. И в один момент стал совершенно иным человеком. Из сластолюбивого и грозного и злобного язычника он превратился в ревностного, смиренного, целомудренного христианина. И это очень важный пример для наших современников. Ведь что греха таить? Как правило, к серьезной духовной жизни, к религиозной жизни человек обращается уже в преклонном возрасте. Часто, но буквально где-то у края могилы мы можем поймать человека, покрестить его и напутствовать уже в жизнь вечную. А вот как тяжело изменить свою жизнь молодому достаточно человеку в 20, 30, 40-летнем возрасте. Как тяжело такому человеку, исполненному силы, здоровья, привыкшему к светскому и дурному образу жизни, в один момент принять христианские заповеди и встать на путь настоящего подвижничества. И вот князь Владимир, человек, который имел все возможности для удовлетворения запросов и своего честолюбия, и своей плоти, и пользовался этими возможностями, когда пребывал в язычестве, он дает пример такого радикального обращения, исправления образа жизни. В этом он для нас остается примером, безусловно, на все времена.